Каждый народ имеет свою традиционную кухню. В Ингушетии она состоит из мясной и мучной продукции. Мясо с галушками, лепешки с творогом, с тыквой. Но какой истинный ингуш может отказаться от такого лакомства? Тем более, если предстоит тяжелый в физическом плане рабочий день. Ингушская кухня – одна из древнейших и самых простых. Блюда питательные, калорийные. Готовятся быстро из самых доступных продуктов. Основным продуктом в приготовлении блюд является мясо баранина, говядина и птицы в натуральном виде. В Ингушетии очень любят мясо и едят его очень много. Мясо подается с галушками из пшеничной и кукурузной муки и обязательно с чесночной приправой. Галушкам обычно, к мясу и галушкам обычно подается чесночная подлива. Это чеснок надо растолочь, солью перемешать, чуть добавить водички. И вот когда подается мясо, подается бульон. В бульон каждый по мере, как ему надо, кладет эту чесночную подливу, размешивает и ест ложки с этим. Вот сейчас у нас делают еще подливу такую, допустим, на картошке, да, с картошкой, с поджаркой там различной, вот, котом алвой, и курицу его подают, и так. Вот вариант и такого можно, и такой подливы можно показать. Вот. Вот. Это вот уже более современный котенбер. А раньше готовили такой вот бер, готовили на молоке и лук, молоко и фуш, яйцо. Вот это был чисто национальный наш бер, который готовился раньше. Почему? Когда жили в горах, картошку не выращивали, ее вырастить невозможно было, потому что земли много надо было использовать. А куры были, лук можно было посадить, молоко тоже было, да? Вот как раз кипятили молоко, туда поджаренный лук и взбитые яйца добавлялись. Соль, перец по вкусу. Вот такой был, подлива была раньше. Самыми важными компонентами национальных блюд ингушей острые приправы – лук, чеснок, перец, чабрец. Также довольно много еды готовится из черемши, сыра, тыквы, творога, кукурузы и, конечно, сушеного мяса. Сушеное мясо в далеком прошлом, когда еще не было холодильников, являлось основным продуктом в приготовлении пищи. Существовало несколько способов того, как правильно сушить мясо. Это могли нарезать длинными полосками мясо и содержать в соленом растворе. Это могли нарезать мясо, потом просто обильно посыпать солью и вывешивать. Но так или иначе, и в том, и в другом случае мясо положено было сушить не на солнце, а в тени. С мясом. А можно вот на вилку и мясо, и галушку сразу. Вот так, вот так. Это будет... Очень вкусно, наверное. Да, да. Это будет как канапе, но уже в вайнарском стиле. Вот. Очень такой острый. Очень вкусно. Основой ингушской кухни также являются мучные изделия. Хлеб, приготовленный из кукурузной муки, любимые ингушами лепешки с творогом, обмоченные в масле домашнего приготовления. Такие кушанья должна была уметь готовить каждая ингушская девушка. Сейчас мы готовим традиционное ингушское блюдо, называется чапель. В данном случае чапель с творогом. Бывает чапель, кто-то готовит с картошкой на любителя, кто-то добавляет зелень, лук и так далее. В данный момент мы смазываем все это растопленное сливочное масло. Ну, чтобы как делается, вкуснее было. А начинка всегда была? Всегда, ну, в принципе, традиционная начинка это вот с творогом. Лично я люблю с творогом, с картошкой мне не нравится, кому-то нравится с картошкой. Даже некоторые сейчас вот делают и картошку с творогом, смешивают в равных пропорциях и готовят так. В России принято встречать гостей хлебом с солью. В Ингушетии гостей встречают традиционными ингушскими лепешками. Для приготовления ингушских лепешек чапель всего-то нужно: мука пшеничная 400 грамм, творог 300 грамм, кефир 400 грамм, яйцо, масло сливочное 40 грамм, соль 2 грамма. Как приготовить?
Нагреть кефир, но не кипятить. Добавляем в него сахар, соль, соду и масло. Перемешиваем и постепенно вмешиваем муку. Для начинки варим картошку и делаем пюре. Добавляем зелень. На кусочек теста накладываем начинку. Залепливаем, чтобы не было воздуха внутри, иначе лопнет при раскатке. И раскатываем с большим количеством муки, примерно полсантиметра. На разогретой сковородке без масла. Обжариваем с обеих сторон до образования пятен коричневого цвета. Готовую лепешку окунаем ловким движением руки в кипяток. Быстро окунаем и вкладываем на блюдо. И сразу обмазываем обильно сливочным маслом. Подается вот в горячем виде, с чаем. Очень вкусно. Вот. Можно нарезать. Еще одним лакомством на ингушских столах является халва. Халва, будучи исконно восточным лакомством, перекочевала в наши края и прочно укрепилась в начале 20 века, а впервые появилась в 5 столетии до нашей эры в Иране. Именно у кандаладши, так называли мастеров, умеющих делать халву в Иране, переняли технологию производства этого шедевра кондитерского мастерства. На сегодняшний день имеются сотни видов халвы, множество рецептов и способов его приготовления. Однако ручное изготовление халвы сохранилось как в Иране, так и в Ингушетии, которая считается лучшей халвой в мире. На торжествах в честь 20-летия образования Республики Ингушетия была представлена 100-метровая национальная халва весом 4 тонны 131 килограмм. Это потрясающее вкусное лакомство с 11 утра и до 19 часов вечера в день празднования готовили 400 ингушских женщин от 30 до 70 лет со всех уголков республики. Работаем с такой, знаете, охотой, хочется помочь республике нашей. Это такое у нас первый раз в нашем коллективе, когда участвуют взрослые, а так участвуют всегда студенты. И сегодня мы приехали на это мероприятие республиканского значения. И очень рады. Вот первая порция. Сегодня по инициативе правительства Республики Ингушетия проводится республиканское мероприятие «Мех-Пухол». Мы представляем Служескую муниципальную администрацию, в которой принимают участие 10 наших районов, начиная с верхнего Алкуна и кончая низменностью наше сельское поселение Троицкое. Нужно отметить, что здесь принимают участие 60 наших жителей республики. Это наши женщины замечательные, которые умеют готовить национальную халву. Я также хочу сказать, что они с такой активностью приняли здесь участие и считают, что это большой честью, так как приготовить национальную халву. Угостившись, многие участники торжества с удовольствием взяли халву с собой в пакетике, чтобы поделиться с родными и близкими изумительным ингушским блюдом. Согласно правилам, все параметры халвы были запротоколированы лично главным редактором книги рекордов России Алексеем Свистуновым. Сделано фото и видеосъемка для того, чтобы обрести статус законно подтвержденного по всем правилам рекорда России с последующей отправкой материалов в Лондон, штаб-квартиру книги рекордов Гиннесса. Я как главный редактор книги рекордов России и книги рекордов Европы должен проинспектировать все работы, естественно, еще до того, как будут финальные замеры. Я должен, естественно, изучить технологию. В данном случае речь идет о производстве самой большой халвы, как вы, наверное, уже рассказывали своим телезрителям, и очень важно соблюдение всех технологических пропорций составляющих. В настоящий момент вот за моей спиной работает 300 человек, которые непосредственно делают халву, и 200 помощников. То есть 500 человек сейчас вовлечены в процесс создания рекордного объекта, который войдет как в Книгу рекордов России, представляемую, так и в Книгу рекордов Европы, и даже в Книгу рекордов Гиннесса, возможно, куда уже оформлена заявка официально. Нужно сказать, что ингушская халва побила рекорд израильтян, которые в 2009 году приготовили халву, занесенную в Книгу рекордов Гиннесса весом 3 тонны 60 килограмм. В прошлом тяжелых условиях жизни на бегах со стороны чурек из кукурузной муки сыскал могли быть всегда при себе и служили вкусной и сытной пищей для ингушей. Всему свое время. Но ни от чего, от своего не отказываемся. Все национальное лучше нет. По крайней мере, выросли здесь, живем здесь. И пища должна быть тоже здешняя.
Хозяйка семьи Паланкоевых – одна из немногих, которая сохранила старинный рецепт его приготовления. Когда уразу держали, когда постились, то утром чурек, размоченный в молоке, вот, он давал силу на целый день, чтобы можно было голодать, поститься. И вот самое лучшее считалось стариками раньше вот эта пища. Утром поесть вот чурек с молоком. Он и сытный, и вкусный, и полезный, и долго не чувствуется, нет чувства голода, нет. И, конечно, все это нужно запить. Ингуши очень любят пить чай, а особенно калмыкский. Он стал практически родным напитком для местного края. Что это за чай? Галмка чай или калмыцкий чай. Наш считается национальным? Ну, вы милыш ханкер халха. Солдырды элери ай? Да, соли было много. Ага. Он солдат, много. Вот. Скажи, каделери? Скичходы. За чашкой чая хозяйка четы Паланкоевых, как истинная горянка, мало того, что вкусно готовит, да еще и прекрасная собеседница, делится секретами национальной кухни и секретами, как поддержать семейный очаг. Вот такая хорошая кукурузная мука. Волшебная, можно сказать. Волшебная, да, волшебная. Вообще, вот то, что сейчас вот мы это едим, да, вот это дрожжевое тесто, оно же не полезное. Вот чапельки сегодня сделаны на кефире и на соде. Это самое полезное. А дрожжевое тесто, оно считается не полезным. Для здоровья оно очень... А здесь вот здесь ничего нет, кроме соли и воды. Да, натуральный продукт. Кукурузная мука, молотая на мельнице. Несмотря на многочисленную остроту блюд, ингушская кухня в своей основе мягкая, умеренная, и в ней не преобладают пряности. И нужно сказать, что кухня горцев – одна из самых вкусных, простых и древних в мире. Национальная кухня – мудрость народа, рецепты которых передавались из поколения в поколение. И сегодня, несмотря ни на что, она сохранилась в своем первозданном виде благодаря же его представителям и исконным традициям. И это, безусловно, сокровище нации.